Почему они такие несовременные? Мусульманский мир ушел в великолепное прошлое. Я тоже в какой-то мере, наверное, исламофоб. Для них радикализм – это инструмент самоутверждения. Это другая сторона, там, Эма, Готов, условно, Да, и так далее. Это то же самое. И я знаю, что люди, которые очень верят в это, меня бы осудили. Вещи, которые были аксиомами, сейчас они переиначиваются, и ислам превращается из элемента казахской идентичности в некий враждебный, чужеродный, занесенный извне или насажденный некий вот такой элемент. Мечеть превратилась в место сугубо ритуальное. Тушат пожары. Максимальную выгоду получает тот, кто лечит эту проблему. Мы не слышим альтернативного мнения. У нас самая действенная карьерная лестница в религиозной сфере – это заупокойная молитва жаназа. Женщина может стать имамом? Женщина может стать муфтием. Трендово строить мечети. Что лучше строить, школы или мечети? Вот надо от этого слова «или» уходить на «и». Всем привет, это наш новый выпуск подкаста, который называется «Жиза». У нас сегодня будет философский разговор с интересным человеком, экспертом, теологом, религоведом, исламоведом Аскар Сабдин. Добрый день. Спасибо. Добрый. Мы с вами только что говорили о том, что мы сейчас живем в такой стране, в которой отмечаются и исламские праздники, и наряду очень сильные традиции, ну скажем так, языческих верований, да? Как вы считаете, это осовременивание ислама или это просто вот данность культурная? Ну, во-первых, мы живем в светском государстве. Согласно Конституции, Казахстан является светским государством, где ни одна религия не провозглашена государственной. И в этой связи у нас мировоззренческий плюрализм, у нас полиэтническое и поликонфессиональное государство, где живут разные, значит, люди разных национальностей и религий, вероисповеданий. Поэтому это естественно, что у нас есть очень разнообразные праздники. А что касается от этой дихотомии религиозные и, так скажем, языческие, то я не совсем согласен с этим, потому что, ну, это по большому счету, я считаю, это стереотипом, который был введен в какой-то степени Шоханом Алихановым о двоеверии, о том, что у казахов сохраняется. В одном месте он говорит о том, что степной казах, он подобен, значит, в фанатизме религиозном подобен стамбульскому дервишу. С другой стороны, он утверждал о двоеверии, о сохранении языческих традиций и так далее. В действительности не все это так однозначно, потому что то, что сегодня преподносится в качестве язычества, в качестве родноверия, это все является, по сути, трансформированным суфизмом. То есть то, что было в суфизме, практики, которые были распространены суфийскими шейхами, Хожахмедом Яссауи, Арстабабом, Бекет Ата, все эти ритуалы, они сегодня преподносятся как языческие или тенгрианские и так далее. Даже слово «аруах», которое противопоставляется исламу, оно является арабским термином, множественное число слова «рух». Во-первых, в исламском праве есть такое понятие, как доисламские системы, и они являются также источником исламского права. Поэтому, например, если взять Наурыз, о котором мы говорили, это древний персидский праздник, означающий, значит, переводящийся буквально как «новый день», Наурuz. Вот. Для кочевника самым сложным периодом Зима была зима. Соответственно, по окончанию этой зимы, то, что он там здоровый, его скот здоров, и то, что он перезимовал, вот, справляли этот праздник. И этот праздник на сегодняшний момент празднуется во многих мусульманских странах. Народы, которые остались в родноверии, так скажем, в древнетюркских верованиях, они этот праздник не празднуют. Ну, если взять народы Сибири, да, которые являются тюркскими и которые являются так называемыми репрезентативными группами для нас, для того, чтобы выявлять, что у казахов является исламским, а что является родноверческим, языческим. Есть вот такие сибирские тюркские народы, у которых мы можем проверить чистоту нашего языка.
Это кто, например? Какие Ну, народы? это якуты, это саха, это хакасы, это алтайцы, это шорцы, там очень большое количество тюркских народов, которые сохранили как шаманизм, так и культ тингрианства, понимаете? И обращаясь к ним, как к людям, которые Первоисточники, да? в понимании тингрианцев, так скажем, да, не были заражены арабизмами, не были персизмами, там, исламскими какими-то культурными элементами, мы всегда можем выявить, что является исламским в нашей культуре, в нашей истории, в нашей архитектуре, даже в нашей кулинарии. Что у нас предпочтения все связаны с исламской, значит, кулинарной традицией, да? Если там сибирские народы, они пьют кровь, то среди казахов употребление в пищу крови Это не халяльно, да. это не халяльно и так далее, понимаете? Поэтому это все, есть такая возможность все время сравнивать язык, культуру, историю. Но с другой стороны, арабские страны не празднуют же Наурыз? Арабские страны не празднуют Наурыз, но арабские страны празднуют другие праздники. У них есть Махриджан в Египте, да? Тоже это праздник весны. Аналогичный. Просто они взяли свои традиции. Вообще есть понятие традиций и обычаев. Вот в исламском праве есть такой принцип аль-адату мухаккама. Традиция, обычай, он имеет силу правовой нормы. Понимаете? Многие современные, у нас, к сожалению, в исламском секторе протоптан так называемый салафитский дискурс, который очищает, в кавычках, ислам от истории, от культуры, от территории и делает некий такой исламистский глобальный проект. У нас протоптаны вот такие тропы в сфере ислама. Но в, так скажем, каноническом исламе, в традиционном исламе, традиции, обычаи имеют силу правовой нормы. Понимаете? Поэтому в тех странах, арабских странах, они, во-первых, не являются для нас как источником вдохновения. У нас в исламе есть источники исламского права, это Коран, Сунна, консенсус исламских ученых и решения по аналогии. Это первичные. Есть вторичные, такие как обычай, аль-ада, адат называется по-другому, адат. Есть доисламские правовые системы, которые также являются источниками исламского права. Почему у нас это менее популярно, чем те самые тропы, о которых вы говорите? По пиару не дотягиваем? Да, к сожалению, не только по пиару. За глобальными. Есть в исламском мире есть несколько глобальных мыслительных продуктов исламских. Это шиитский проект Ирана. Он занимается своей экспансией. Это арабский салафитско-ихванистский проект. Это второй глобальный проект, интеллектуальный, мыслительный, да, который людям дают некую определенность в этом качающемся мире. И это есть турецкий неоосманитский проект. Вот эти три, значит, панидентичности, которые развиваются Ираном, соответственно, арабскими странами и Турцией, за ними стоят целые государственные программы, за ними стоят очень колоссальные средства, за ними стоят целые индустрии, так скажем, да, тех же сериалов, например, которые мы не подразумеваем, но они распространяют вот этот культ неоосманизма или там какие-то салафитские, да, там фонды, университеты, институции, благотворительные организации, скаутские движения. Это все происходит, понимаете? Поэтому в 90-е годы, когда мы обрели независимость, у нас образовался очень большой, сильный вакуум религиозный, и наше духовенство не было способно дать отпор этому международному, значит, этой международной экспансии. Понимаете? До сегодняшнего момента у нас мы в позиции обороняющейся, мы в позиции оправдывающихся и не можем закрепить наши религиозно-духовные границы. Поэтому у нас расцвет сектантства в Казахстане. У нас более 30, только в исламском секторе, более 30 религиозных образований, сект, джамагатов, течений, которые имеют различные витрины. Кто-то работает под витриной благотворительности, кто-то под витриной образования, кто-то под витриной языковых курсов, кто-то под витриной, значит, казахских традиций, кто-то под витриной эпосов,
и так далее, и так далее. Но, естественно, все они имеют свои внутренние цели, политические амбиции и так далее. Ввиду того, что являются продолжением вот этих трех основных. Это три основные. Помимо этого есть еще Много маленьких. ну, средних. Это экспансия радикальной идеологии религиозной, и эта экспансия сектантства порождает обратную реакцию в виде исламофобии. То есть вещи, которые были абсолютно аксиомой во время Абая, во время Шакарима, во время Абу-Бакра Кирдире, во время Бекетата и вплоть до там, X века, в эпохи караханидов. Вещи, которые были аксиомами, сейчас они переиначиваются, и ислам превращается из элемента казахской идентичности в некий враждебный, чужеродный, занесенный извне или насажденный некий вот такой элемент. Девальвируется традиционная религия, на фоне этого усиливается радикальная, понимаете, и, к сожалению, происходят не совсем, как сказать, позитивные вещи. Ну, я вам скажу одну вещь, я на эти все процессы смотрю с оптики религиозного радикализма. У меня есть небольшая профессиональная деформация, поэтому, когда я говорю вот такие вещи, нужно правильно понимать и подразумевать, что я смотрю с этой оптикой, то есть с оптикой религиозного радикализма, с оптикой работы с осужденными, там, террористами, экстремистами. Скорее всего, другой специалист вам даст другую оптику, она будет менее негативная, вот, более позитивная. Ну, с другой стороны, мы же все живем в этом обществе каждый день. И каждый день мы сталкиваемся с этим. Я тоже в какой-то мере, наверное, исламофоб, потому что когда я вижу все в черном, я начинаю бояться не потому, что я там, простите, тупая, да, там или еще. Я прекрасно знаю, что такое ислам, ну, для себя. Но вот это какой-то вот животный внутренний страх, что как бы, ну, ты видишь какое-то черное облако, да, там это женщина оказывается, да, и ты потом это только понимаешь и так далее. Поэтому тут, наверное, можно людей здесь, понять. Смотрите, здесь вопрос следующим образом, я думаю, нужно поставить. Во-первых, к сожалению, из-за незнания концепции этих радикалов наше общество борется с внешними проявлениями. Там демонизируется борода, демонизируются какие-то куски одежды. Это стереотипный имидж. Это стереотипные. Понимаете? Проблема заключается не там, проблема заключается в идеологии. То есть люди оправдывают и делают легальным насилие, оправдывают с точки зрения религии. И вот с этим элементом нужно бороться, с легализацией, религиозной легализацией насилия. А она здесь находится. Потому что те же люди, когда они выезжали, например, они сбривали бороды, они одевали мини-юбки, они в руках держали пиво, курили. То есть там есть и момент конспирации. Поэтому очень важно понять именно идеологическую, концептуальную сторону этого феномена. А вот этот внешний признак, есть ученые, которые называют это религиозным эксгибионизмом. Эксгибиционизмом. Сюндом, в общем, да. Да, это такой, к сожалению, феномен есть, когда человек наслаждается от того, что окружающие боятся этого человека. То есть человек свою необустроенность воплощает в какие-то религиозные символы, ритуалы, и таким образом испытывает наслаждение от того, что окружающие боятся. То есть это другая сторона, там, эмо, готов, условно, и так далее. Это то же самое. Раз мы заговорили уже про деструктивизм, и вы действительно являетесь признанным экспертом в этом, я не буду там спрашивать, там, сколько людей вы там спасли, условно, да, или не знаю, как это сказать, переобули, если это вообще допустимо так говорить. Но мне вот интересно, какую мотивацию эти люди озвучивают? Вы знаете, там очень много мотиваций, там нет одной определенной мотивации. У нас есть исследования, которые были проведены учеными нашими, казахстанскими, исследования, которые проведены в том числе с возвращенными репатриантами из Сирии. Жусановцы, да? Да, жусановцами и так далее. Там, конечно, доминирует религиозная мотивация. То есть люди уезжали и, значит, присоединились к этим террористическим организациям для того, чтобы жить в религиозном, теократическо-радикальном государстве, для того, чтобы жить в рамках халифата и так далее. Поэтому это одно. Но
есть и те, которые насмотрелись пропагандистских роликов о том, как там боевики плавали в бассейне, ездили на каких-то там машинах, жили в каких-то коттеджах, виллах и так далее. Есть и такие. Есть те, которые имеют какие-то психиатрические отклонения. Такие тоже люди есть. Но одной из, наверное, одной из главных причин является идеологическая определенность. Вообще религия, главная ее суть — это наделять человека жизненной определенностью, давать человеку какой-то смысл и цели. Набор ценностей. Набор ценностей. Не только и осмысленность. То есть религия дает человеку цели, религия дает человеку смысл жизни. И вот, к сожалению, эти люди в свое время наполнили этот смысл вот таким радикальным контентом. Для них война — это смысл жизни. Для них война — это инструмент отчуждения от других. Понимаете? Для них радикализм — это инструмент самоутверждения. Понимаете? Вот. Поэтому вот этот вопрос с религиозной определенностью, он очень важен. Поэтому иногда я озвучиваю критику в адрес наших религиозных объединений в связи с тем, что они как раз-таки не могут удовлетворить запрос верующих в религиозной определенности. Почему они такие несовременные? Это я не могу сказать, почему они такие несовременные. Но вообще есть западные аналитики, которые анализируют исламский мир. Исламский мир. Они анализируют и приходят к тому, что да, исламский мир в результате колонизации он потерпел поражение, цивилизационное поражение. До этого он доминировал, очень сильно доминировал. Потом, в результате колониализма, исламский мир пропустил некий нокдаун, он пропустил очень сильный удар. И теперь для того, чтобы найти некую, значит, оправдание, как-то это рационализировать, вот это вот цивилизационное поражение, мусульманский мир ушел в великолепное прошлое и ищет опору только в прошлом. Вы говорите, почему несовременные? Потому что современное, модерн, исламский мир пришел с агрессией, он пришел в виде колониализма. Соответственно, пропустив такой удар, исламская цивилизация, некогда доминирующая, некогда считавшаяся там прогрессивной, да, она, к сожалению, начала искать, где мы пропустили, значит, где мы просчитались. Это пишут западные аналитики. И появились такие теоретики в мусульманском мире, которые сказали, мы, значит, оступились, потому что отошли от корней. Поэтому нужно вернуться туда, очистить ислам от вот этого наслоения. Были провозглашены такие, знаете, идейные враги внутри ислама самого. Это правовые школы, мазхабы, это суфизм, это рациональность. Хотя суфизм — это вообще философия. Да, да, это рациональность. Вот такие абсолютно абстрактные вещи были объявлены. Не то, что люди просчитались в каких-то политическом, да, прогнозировании или в политической аналитике, о том, что люди просчитались в военном деле, о том, что экономику и логистику не совсем правильно устраивают. Это все не анализируется, находятся какие-то виноватые абстрактные понятия. Вот кто виноват? Виноваты вот эти вот суфи или там мазхабы, правовые школы или какие-то школы рационализма. Поэтому все наши сериалы, если вы посмотрите, они о великолепном прошлом. Даже наш кинематограф, он все время либо туда ссылается, либо комедии. Понимаете, что-то серьезного из того, что можно было бы проанализировать. Настоящее наше, будущее, к сожалению, такого не наблюдается. Поэтому то, что несовременные, это, скорее всего, мировой мусульманский тренд. Это аналитика, которая дается в современной западной исламовической. Да, иногда она тоже как бы имеет какие-то политические цели и искажает.
но очень сложно иногда не согласиться с ней. А что в Казахстане у нас не бывает, не знаю, там, слетов имамов, ну, традиционных, да, там, которые под думком ходят, например. Ну, это люди, там, наделенные официальной исламской, там, официальным исламским авторитетом, да, там, или официальной исламской властью, там, не знаю, симпозиумы, где это все обсуждается вместе с теологами, вместе с политиками. Дискуссионность, где бы такие вопросы обсуждались, она не приветствуется. То есть попасть на такие мероприятия и попробовать высказать, этот человек будет подвержен анафеме. И это повсеместно у нас происходит в Казахстане. То есть люди, которые озвучивают иную точку зрения, смотрят на проблему с другой оптикой, да, они, к сожалению, подвергнуты некой анафеме. Это не этих людей, во-первых, изгоняют из сферы, понимаете, навешивают ярлыки. Этим занимался Абай, когда он критиковал у Абая, у Шакарыма, у Торайғырова, Султан Махмуд, да, Торайғырова, у любого казахского, у алашординцев, если вы возьмете, вы найдете очевидный антиклерикализм, вы найдете ислам, но при этом который сопряжен с антиклерикализмом. Эти люди понимали, что да, Абай говорил, Аллахның өзі дарас, сөзі дарас. Шакарым очень много оставил, Машхур Субкопеев, они все оставили огромное наследие, исламское наследие. Но при этом это были крайне антиклерикалисты, которые выступали против мул того времени, которые выступали, вот там Миржахып Дулатов, там его высказывания. Они, по сути, тот диагноз, который оставил Абай относительно клира, Шакарым, Миржахып Дулатов, Машхур Субкопеев, все эти диагнозы, они до сих пор актуальны и сохранены. То есть та окаменелость, тот ритуализм, то ограниченное мышление, которое было присуще муллам того времени, оно до сих пор наблюдается. У меня внутри всегда был вопрос, я верю в Аллаха, да, там, как человек я верю в Аллаха, я молюсь каждый день перед сном, как могу, как меня бабушка научила, там, понятно, что я не изучала Коран настолько там и так далее, но я не любила никогда ходить в мечеть, например. И я знаю, что люди, которые очень верят в это, меня бы осудили. Я не даю садака в мечеть. Я обычно помогаю там больному ребенку, ну вот тому, кому я хочу помочь деньгами. И неважно в месяц Рамадан или, ну как бы это. Ну и я считаю, сейчас меня там захейтят в комментах в Ютубе, но я считаю, что это мой путь, и я тоже мусульманка в любом случае. Ну, вы должны понять, во-первых, я об этом, по-моему, кому-то уже отвечал. В Коране посредника между человеком и Богом нет, это первое. В исламе есть принцип сокрытие, пожертвование, да? Пророк Мухаммад ﷺ говорил, то, что дает твоя правая рука, левая не должна знать о том, что дает твоя правая рука. Поэтому вот этих посреднических функций тогда не было. То сейчас, ну, люди, чтобы как бы облегчить путь, они идут, обращаются либо в официальные институции, благотворительные фонды, либо в мечети, либо к физическим лицам и так далее. Но изначально, конечно, в исламе такой прослойки не было. Поэтому это не значит, что норма обязательно надо нести в мечеть. Такой нормы нет. Соответственно, все, что вы делаете, тоже не является девиацией. Сказать, что вот это норма, а это девиация. Поэтому это тоже считается садаха, это все считается закат. И такого условия, что непременно нужно нести в мечеть, в исламском праве такого условия нет. Это можно, но это не является обязательным. Это не является неким предписанием и так далее, понимаете? А что касается мечети, ну, с точки зрения ислама, женщинам вообще в мечеть не обязательно ходить. Мечеть – это больше мужская традиция, вот. Поэтому пророк говорил, молитва, совершенная женщиной в доме, она лучше, чем та молитва, которую она совершает в мечети. Если для мужчин наоборот, то для женщин наоборот, молитва, совершенная дома, она превосходит молитву, которая совершается в мечети. А почему для мужчины по-другому? Мужчинам пророк говорил, что наоборот, молитва, совершенная коллективно, то есть в мечети с джамагатом, она превосходит молитву, которую он совершает индивидуально на 25 или 27 степеней.
Поэтому такая вот особенности. Это потому что нетворкинг тогда там был или как? В том числе, да, да, безусловно. Мечеть во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она была многофункциональным комплексом. То есть мечеть была народным университетом, круглые сутки обучающие людей, которые стремятся к знаниям. Поэтому мечеть в дальнейшем в исламе трансформировалась в джамиа. Джамиа – это университет. Первые университеты в мире – это не Болонский университет, не Парижский университет и не другие. А первые университеты в мире были открыты на базе мечетей. Это университет Зайтуна, это университет Карауин, это университет Аль-Азхар. Они все на 2-3 века старше, чем первый европейский университет Болонский. Болонский университет был открыт в XI веке. Также он был открыт религиозными институциями, духовенством, католической церковью и так далее. Но до этого в VIII веке был открыт университет Зайтуна, там, в IX и в X веке были открыты университет Карауин и Аль-Азхар. То есть там учились, это был социальный приют, что в мечети пророка были асхабу суффа, это люди, которые жили под навесом, ну, так скажем, бездомные. Он выполнял функцию социального приюта. Во время пророка мечеть была иногда тюрьмой, потому что тюрем как таковых не было. И в мечети, значит, людей держали в качестве, они смотрели на какие-то ритуалы, там, как люди молятся, но при этом это таким образом ограничивали свободу людей, провинившихся, там, преступников и так далее. Мечеть выполняла местом общественных собраний, там, каких-то трапез, ну и так далее. Очень многофункциональный был комплекс. К сожалению, сейчас это все сокращено, и мечеть превратилась в место сугубо ритуальное, где совершают ритуалы и ничего больше. Любой активизм вне ритуалов, он, как правило, порицается, запрещается, не приветствуется. Понимаете? Вот, поэтому это тоже одна из причин. То есть нужно развивать эти институции и делать их открытыми. Также возвращать им статус народных университетов, открытых 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Для любого человека? Для любого человека. Даже не мусульманина? Даже не мусульманин. Я об этом писал. Университет Карауин, о котором я сказал, это второй университет мусульманского мира, который был открыт в IX веке. Там учился Маймонид, это известный иудейский философ, ученик Аверройса ибн Рушда, который был иудейским философом и врачом. Там учился Сильвестр Арельякский, это будущий папа римский. Там учились представители разных религий, и в этом не было проблемы. Понимаете? Ибн Кайим, он в своей книге передает, что к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, в мечеть прибыла делегация из Наджрана, делегация христиан. И они в мечети пророка совершили свои христианские ритуалы. И пророк допустил это. Это пишет один из тех ученых, которого сегодняшние радикалы считают своим лидером. Представьте уровень толерантности, когда в мечети совершаются, значит, богослужение христианское, не мусульманское. Пророк это дозволил. Вот недавно в Катаре был чемпионат мира, там иудеи совершали, значит, свои ритуалы внутри мечети. К сожалению, в исламском сегменте вот такая есть запертость в ритуализм. Абсолютно. То есть ритуализм, чуть дальше все, любой активизм вне ритуализма, он порицается. И все сознание мусульман, по большому счету, поглощено ритуализмом. Как держать палец, какой ногой заходить. Вот эти вещи, они сегодня доминируют, они сегодня являются главенствующими. По этому поводу очень много обсуждений, очень много контента, как эту ногу вот так держать и так далее. Все остальное, что в мире происходит, а это там, условно, культура, политика, экономика, искусство. Право, искусство, все это забыто. Хотя, еще раз я повторю, у нас ислам исповедовался на уровне культуры в самом широком понимании смысла, как я уже сказал. Архитектура, взять архитектуру. У нас те исторические памятники, которые у нас есть там,
Хожа Ахмед Яссауи, Арслан Баб, Бекет, они все имеют исламский окрас. Там везде аяты написаны, хадисы написаны. Мы вроде ввели это все в ЮНЕСКО, памятники и так далее. Понимаете? Архитектура связана. Но ислам этим не пользуется. Да. Второй момент. Наш язык. Если взять наш язык, то он на 30-40% состоит из терминов, которые пришли через ислам. В VII веке. Не обязательно в VII. Первая битва была в 751 году, но тогда степь еще не была исламизированной. Первые попытки исламизации степи, наверное, можно назвать с династии Караханидов. То есть это X век. Караханиды – это первое тюркское государство, принявшее ислам. Карахан-ата лежит у нас в Таразе, это Аулия-ата. У нас религиозность, помимо ритуализма, в последнее время обрела еще и значит, ярко-эмоциональный окрас, когда религию, которая поощряла знания, религия, которая началась с аята «читай», понимаете, религия, которая началась с аятов, который вас научил писать пером, она сегодня превратилась в некий клубок эмоциональных переживаний. То есть туда люди идут, чтобы найти некий эмоциональный досуг. Понимаете? И, к сожалению, из вот такой среды потом мы получаем, ввиду того, что религиозность, она стала основываться на эмоциях, а не на разуме, да? А разум, он вообще был демонизирован. Получается, что из этой среды мы пожинаем всяких радикалов, деструктивщиков, сектантства, да, массовая поляризацию, какие-то проблемы и так далее. Поэтому нужно это тоже корректировать и из эмоциональной религиозности потихоньку переводить в некий рациональный, научный дискурс, да, наше религиозное сознание, наше общество. Это эмоционально, она будет очень много проблем создавать. Человека, у которого доминирует эмоциональная религиозность, им легко манипулировать. Его можно использовать как пушечное мясо. Его можно использовать в различных акциях, понимаете, в том числе насильственных акциях. Поэтому вот это крайне важный вопрос. В какой момент вы для себя приняли решение, что вы будете заниматься вот этим направлением? Ну, вы знаете, есть вещи, которые мы не программируем. Вещи даже на государственном уровне есть, которые не были запрограммированными. Но жизнь сложилась так, что были востребованы какие-то мои, видимо, способности в этой сфере. Я был приглашен в 2011 году на одну конференцию, связанную с религиозным радикализмом. Это было в городе Актубе. И после этого как бы эта сфера меня затянула. Ну, у меня были какие-то наработки в этой сфере. Я был когда-то имамом в городе Волгоград. Волгоград? Да, там я столкнулся, тогда были там операции на Кавказе и так далее, и я там столкнулся впервые с радикальной идеологией. Будучи имамом, столкнулся с радикалами, да, с их идеологией, с их литературой столкнулся. И была возможность это все изучить, прочитать. Потом, вернувшись в Казахстан, я написал в виде рукописи. Это все осталось, книгу про салафизм. Ну, мы же понимаем, что как только ты вступаешь на тропу работы с деструктивными течениями, ты вынужден общаться с определенными органами государственными, да, надзирательными, правоохранительными и так далее. А какое там понимание? Нет ли у вас, ну, у меня, вернее, да, такое ощущение, что они как будто бы тоже не досматривают, типа тушат пожары? Я вам отвечу следующим образом. Вы знаете, у нас был карантин. Да. Мировой карантин. У нас была пандемия, да, коронавируса. За время этого коронавируса максимальную выгоду получили фармацевты. Поэтому, когда говорят о проблемах религиозной сферы, нужно это тоже учитывать. Что максимальную выгоду получает тот, кто лечит эту проблему. Понимаете? К сожалению, весь мусульманский мир, а у нас доминируют различные автократии, да, они этим спекулируют. То есть они создают некое чучело, некий демон, да, в виде исламского радикализма, называют это так, в виде религиозного радикализма, и потом
говорят, вот извините, у нас здесь радикалы появились, поэтому мы реформу, модернизацию должны остановить, права человека тоже должны сократить, и мы будем бороться. На этом фоне выделяются огромные бюджеты, эти бюджеты осваиваются, люди получают карьерный рост, кто-то на этом фоне приходит даже к власти на фоне борьбы с этими мельницами. Поэтому, к сожалению, такое понимание тоже есть, монетизация исламского радикализма. Это терминология не моя, это терминология как раз-таки заинтересованных лиц. То есть иногда, к сожалению, радикализм используется как некий инструмент выбивания большего бюджета у государства, как некий инструмент личного обогащения, карьерного роста и так далее. Понимаете? Если эту проблему закрыть, у нас очень будет сокращен раздутый бюрократический аппарат, у нас будут сокращены бюджеты, хотя те госпрограммы, которые были объявлены, да, 2 госпрограммы у нас были по борьбе с религиозным экстремизмом, да, они обе не показали высокую эффективность. Вторая программа, она вообще по многим критериям она была провалена. То есть это, например, 270 миллиардов, официальная заявленная сумма тенге, которая выделена на государственную программу по противодействию религиозному экстремизму, да, и на сегодняшний момент мы знаем, что ответственные лица заявляют, что по некоторым критериям 15% эффективность, 85% было упущено. То есть это вещи, которые сегодня заявляют уже официальные лица, значит, понимаете. Поэтому этот момент тоже есть в исламском мире. Этим спекулируют. Вы сами ходите в мечеть? Ну, конечно. А есть среди теологов женщины? Есть, да. Есть и женщины, которые работают с осужденными. Я вам могу сказать, что есть и такие теологи, которые раньше сами были радикалами, отбывали наказание, отказались, я лично таких людей знаю, отказались от радикализма, так скажем, да, преодолели этот язык, этот радикализм, осознали его пагубность и сегодня работают в контрпропаганде. Ну, как, например, вы знаете, наверное, среди тех, кто работает с наркоманами, очень большое количество наркоманы, да. бывших наркоманов. То есть они понимают. Но это конструктивно. Это конструктивно. Такие люди у нас тоже есть в Казахстане. Опять-таки, многие из них не публичны. Их активизм полностью, он там в учреждениях. Так вот нужно же их популяризировать. И для этого мы и вас зовем в том числе, понимаете? Ну, спасибо. Нет, ну в целом я имею в виду, мы же должны понимать, что ну, как бы, чем больше выхлоп, любой, неважно, сегодня это пусть там этот подкаст посмотрят 200 человек, но они его посмотрят и что-то для себя сделают вывод, да, там. Ну, я не специалист в сфере пиара или в сфере средств массовой информации. Ну, вы же понимаете взаимосвязь? Я понимаю взаимосвязь. Ну, у нас, знаете, иногда такой момент есть, сколько бы вы ни работали, очень высоко ценится политическая лояльность, а не компетенции. Да, но сейчас время другое, все равно публичность, с публичностью вынуждены считаться. Вот этот тот самый, я не буду называть имени, мы с вами договорились, что мы поименно не говорим, очень популярный имам в ТикТоке, ну, как по мне, так не все там так однозначно, но тем не менее вы же видите, что это работает. Почему вы не пользуетесь такими вещами? Ну, в смысле, вы и ваши коллеги, которые занимаются знаете, вот такими вещами. Я по этому поводу несколько раз выражал свое мнение. Несколько. Я участвовал в каких-то даже дискуссиях относительно этого, какую религиозность мы хотим, какой имам нам нужен, какие. Ну, если брать с точки зрения исламского права, с точки зрения исламоведения, все эти регламенты давно, 14 веков назад прописаны. Какой должен быть муфтий, какой должен быть имам, какой должен быть и там мулла условно, да? Это все расписано, это все зарегламентировано, это все подробно расписано. К сожалению, у нас на это никто не ориентируется. В Коране, я вам скажу, очень часто повторяется такой аят, когда главным инструментом религиозных компетенций объявляется личные симпатии политических деятелей, это путь в никуда, это путь в радикализм. То есть в религиозной сфере, в исламоведческой сфере
личные, вот вы сегодня стали ответственным лицом в религии, ваши личные симпатии и антипатии не должны иметь решающую роль. Должна быть религиозная экспертиза, понимаете, должна быть меритократия. И только из-за того, что у нас 30 лет это происходило. У нас были допущены салафитские проповедники. Почему? Потому что кому-то из истеблишмента, какому-то члену элиты понравился этот проповедник. Он для него и мечеть выбил, он для него и там целые каналы открывали религиозные и так далее. Только потому, что у человека есть личная симпатия. Он ставил себя вместо шариатских весов. Он говорил, вот мне вот этот человек нравится, соответственно, я буду его продвигать, я буду в него инвестировать, я буду его всячески поддерживать. 30 лет мы этим жили. Дожили. Потом говорю, вот этот то продвигал. Как сказать, у нас было покровительствуемые религиозные деятели, которые, к сожалению, с точки зрения исламского регламента, они никакой критики не выдерживали. Люди, которые не могли правильно Коран понять, за ними читать намаз с точки зрения исламского права является макрухом, нежелательным. Угу. С точки зрения исламского права, то, что написано в книгах по исламскому праву, в книгах по фикху, за такими людьми намаз нежелательно читать. А у нас личные симпатии политических деятелей, которые не являются компетентными для того, чтобы давать оценку их способностям, их исламовическим знаниям. Я имею в виду, почему вы не пользуетесь этими инструментами? ТикТок, Инстаграм, почему вы это не себя не раскручиваете? На своем уровне этим пользуюсь. Ну, я, наверное, больше человек текста, и сейчас не совсем у меня времени есть. Я занимаюсь там одной книгой, да, переводом книги сейчас занимаюсь. У меня нет особо времени, чтобы... Ну, есть же более молодые коллеги, скорее всего, у вас, которые... Ну, наверное, есть. В этом же тоже, наверное, какая-то есть проблема. Ну, в смысле, мы не слышим альтернативного мнения, оно не присутствует в сети. Ну, сейчас же мы все получаем из сети. Я не могу сказать, что нет альтернативного мнения, просто, видимо, оно не находится так доступно и открыто. Оно намного тише, да, звучит, Оно чем... намного тише. Почему? Потому что есть политика, связанная с атрофированием этих голосов. То есть, если раньше там, даже взять про свой личный сугубо субъективный опыт, если раньше у меня была возможность выступать на разных трибунах, сегодня такой возможности нет. И наша система, она занимается иногда атрофацией голосов. Понимаете? То есть вас просто исключили? Да, исключают. И ни один такой человек, ни один такой специалист. Я об этом недавно было одно заседание. Я там озвучил, что у нас в исламском секторе вот такие голоса альтернативные, они сейчас уходят в другую юрисдикцию. То есть они уходят в религиозные гид, работают религиозными гидами в паломничество. То есть они уезжают с паломниками в Мекку, в Медину, там проводят свои лекции, проповеди и уходят с этой юрисдикции. Потому что эта юрисдикция, она настолько, стала нетолерантной к инакомыслию, что душно стало, понимаете? И люди думают, как бы уйти в другую юрисдикцию. Поэтому многие лидеры мнений в религиозной сфере, они стали гидами в хаджи и умре. Я об этом недавно высказывал свое мнение. Почему? Потому что есть такая политика, как навешивание ярлыков. То есть, условно, есть некие лица, как я уже сказал, сторонники священного невежества, которые оккупировали определенные кресла, и которые понимают, что на фоне компетентных специалистов они проигрывают. У них остается единственный метод, это метод навязывания или навешивания ярлыков. Какой ярлык у вас? У меня очень много ярлыков. Сотрудник российских спецслужб, сторонник такого-то джамагата, ихвановец. Один мне вообще написал какие-то американские секты, я, оказывается, представляю. Вплоть до того, то есть столько воображения этих людей, оно такое, знаете, воспаленное, что иногда несостыкующиеся ярлыки вешают. И так происходит со многими специалистами. У нас самая действенная карьерная лестница в религиозной сфере – это заупокойная молитва жаназа. Умирает условно, родственник какого-то высокого человека из элиты,
приходит мулла, проводит заупокойную молитву, там говорит что-то, все. Люди сидящие говорят: он хорошо же выступил. Никто не заинтересуется, он правильно Коран прочитал, потому что люди не понимают, что он говорит, правильно это или нет. Ни у кого нету такого вопроса. Скажите, а женщина может стать имамом? Женщина может стать более высшим религиозным в иерархии религиозных, научных, значит, должностей. Она может стать более выше, муфтием может стать она, но имамом не может. Имам – это не мулла, имам – это предводитель, который совершает молитву в мечети. Это его главная функция. Соответственно, с точки зрения исламского права, там есть условия быть мужского пола. Женщина может стать муфтием. Это было в истории Центральной Азии. Насколько мне известно, имам Касяни, значит, вел в Риме, я прошу прощения, или супруга его, или его дочь. Она была муфтием, и без ее одобрения религиозные, значит, фетвы не имели правовой силы. Понимаете? Она выше стояла, чем имамы. Понимаете? Соответственно, есть книги по истории исламского права. И вот есть женщины, которые были учеными, муфтиями, которые давали фетву, ну, там, начиная с Айши, там, в истории ислама были вот такие женщины, которые были муфтиями, преподавателями. Но вы знаете, в исламе все эти духовные современные должности, они имеют научную привязку. То есть это научные степени, научные, так скажем, должности, которые никакого отношения к менеджменту религиозному или к ритуалам не имеют. То есть бакалавр, магистр, да, PhD. PhD, да. Вот такого плана. Получается, мулла – это бакалавр. Ну, смотря какой мулла. Опять-таки, все эти термины за долгую 14-вековую, значит, историю, они все трансформировались. Если имам, есть имам атуль-узма, есть имам. Великое имамство – это власть. Есть имамство, которое происходит в мечети. И тот имам, и этот имам, предводитель. По отношению к имаму, который в мечети, есть у нас регламент. Кто должен быть предводителем в мечети? Там есть исламский. В любой книге по исламскому праву можно открыть главу о имаме, или о имамстве, кто должен по регламенту исламского права быть предводителем в молитве. Первое. Ну, в ханафитском масхабе это максимально знающий фикх, исламское право, человек. В других масхабах человек лучше всего читающий Коран, больше всего знающий Коран. Потом человек, который больше всего знает сунну. Потом человек более взрослый, если все они равны в этих качествах, взрослый. Человек, который там условно выстаивает ночные молитвы и так далее. Там очень длинный регламент. Сегодня этот регламент игнорируется. Опять-таки, назначаются по признаку симпатий. Сейчас трендово строить мечети. Маленькие, большие, где можно поставить мечеть, там ее ставят. Насколько это оправдано? Ну, вы знаете, иногда я вот, когда приезжал раньше в Астану, ну, бывает так, опаздываешь, да, на намаз, и приходится читать на улице. И вы знаете, один раз я так прочитал в минус 20, я заболел. Если вы проедете в пятницу зимой, вы увидите очень большое количество людей, которые молятся на снегу в минус 20. Ну, я сам несколько раз так читал, это очень вредно для здоровья. Ну, естественно, конечно. Мечети строятся на общественные средства, там не задействованы государственные средства. Мечети строят люди, вот, и так далее. Поэтому я в этом ничего плохого не вижу. Это создают некую, да, дихотомию. Вот, что лучше строить, школы или мечети? Вот надо от этого слова «или» уходить на «и». И то строй, кто тебе запрещает, и это строй. Это не, знаете, взаимоисключающие вещи, это дополняющие вещи. Второй вопрос. Конечно, есть вопрос о контенте, о
значит, внутреннее наполнение этих мечетей. Вот это вопрос у меня вызывает, значит, определенные вопросы, предложения. В первую очередь о том, что я сказал, что нужно возвращать мечетям тот многофункциональный функционал, да, так скажем, функции, которые были раньше. Это, во-первых, нужно мечети делать более открытыми, чтобы представители разных национальностей, разных, значит, религий могли посещать эти. И мечети должны нести большую общественную пользу, чем на сегодняшний момент они ограничены ритуализмом. Да? Поэтому строить мечети, особенно в северных регионах, это потребность, это реальная потребность, потому что совершение обязательных молитв за территорией мечети, вот там на льду, на снегу, это угрожает здоровью граждан Казахстана. Их немало, их тысячи. Вы верите в то, что люди, которые вернулись из Сирии, я знаю, что мы с вами уже обсуждали, что есть те, кто отказываются от радикализма, но в большинстве своем вы верите в то, что они действительно искренне отказались? Но я думаю, вы слышали вот этот очень громкий кейс в Великобритании, когда девушка вернулась, и ее не пускают в страну, потому что не верят в то, что она вернулась с нормальными намерениями. Вы знаете, это обусловлено тем, вообще западный мир, он, как правило, отказывается. Они смотрят на наш опыт, и правозащитники, наоборот, приветствуют наш опыт, что Казахстан и вообще республики, центральноазиатские республики, они уже вернули всех своих граждан. Правозащитники на этот опыт положительно смотрят. Но есть правоохранительная система, которая говорит, это рецидивисты, и которая не дает возможности этим людям вернуться на свою родину. Это чем обусловлено? Во-первых, это обусловлено тем, что не определены те маркеры, по которым можно четко оценить, человек отказался от этой идеи или он не отказался. Или он конспирацию, или он скрытый радикал. То есть его внешнее поведение, вроде бы оно такое в рамках нормы, но внутренние его мотивы никто не может измерить. Понимаете? Никто не может измерить. Соответственно, такая проблематика есть. Нет научного подхода в определении, методологии в определении. Отказался. Единственный инструмент, который определяет, это экспертное заключение. То есть я этим тоже занимался долгое время. Я встречаюсь с осужденным в учреждении. Потом у меня складывается мнение, что этот человек отказался от радикализма. Приходит другой человек, спрашивает о каких-то других вещах, какие-то там находит другие маркеры и говорит, нет, этот человек остается на позициях радикализма. Поэтому пока объективно такого, значит, инструментария нет, механизма нет, соответственно, и доверия нет. Соответственно, бывают такие случаи, теолог работает с осужденным, все, он считает его отказавшим, этот человек выходит на свободу и совершает теракт. Такие случаи у нас тоже были. Понимаете? Поэтому мы имеем дело не с математическими категориями, это абсолютно нематериальные категории. Их сложно посчитать, сказать, вот этот вот стакан вот такой. Там это очень сложно разбираться в чужой голове, в чужих там нейросетях там, и так далее, и так далее. Поэтому, учитывая вот эту всю недоработанность, отсутствие вот механизмов, видимо, на Западе этому не доверяют. У нас в исламском праве есть такой принцип, который был озвучен впервые халифом Умаром, сподвижником пророка Мухаммада, который говорил: «Нахну нахкуму бидзахир, валлаху ятавалля сарайр». Мы даем оценку в соответствии с внешним поведением, а внутренние мотивы мы оставляем Всевышнему. Понимаете? Поэтому вот по внешнему, по вербальному признанию человека, который говорит: «Я отказался». Если отказался, все, это твое признание. И признание это тоже в исламском праве, оно действительно. Оно не касается других людей в исламе. Признание, оно в исламе индивидуальное. Если человек говорит: «Я раскаялся, я сожалею, я больше так делать не буду» и так далее, то нам приходится считаться с этим вербальным признанием. А вы считаете правильным, в принципе, вот этот возврат? Есть разные позиции. Как человек, который работал с этими людьми, да, и который
увидел, как часть из них вернулась, да, в наше общество. Я считаю, что это оправдано. Но вероятность того, что среди этих людей будут рецидивисты, есть. Тоже, как говорится, не исключаю. Ну, мы уже сравнивали это в какой-то мере с борьбой с наркоманией. Да? И бывшие наркоманы всегда говорят так: от этого излечиться нельзя полностью, можем просто себя сдерживать. Здесь то же самое? Скорее всего. Об этом, ну, я уже тоже говорил, кажется. Есть идеологическая определенность. Когда человек однажды обрел некую идеологическую определенность, все, он попадает в некую зону комфорта. Ему там удобно, для него там все понятно. Это свет, это темнота, это друзья, это враги. Все понятно предельно. Поэтому, если у человека нет некого интеллектуального стремления, да, к истине, да, тогда, скорее всего, он будет возвращаться в эту зону комфорта. Потому что однажды, получив ответы на все свои вопросы, он только через сложное интеллектуальное усердие можно это преодолеть. А это лень. А это лень. Поэтому интеллектуальная ленивость, да, ленность, она является вот проблемой, причиной рецидива. Человек возвращается в эту обретенную идеологическую определенность и там себя чувствует в комфорте. Многие из них уехали с детьми или родили там и вернулись потом с детьми. Ну, понятно, что есть эта моральная сторона, это все-таки дети и так далее, но насколько они потенциально опасны? Куда По детям вообще, по детям у нас нет никаких пособий, никаких инструментариев и механизмов. Нет просто, и все. Эту проблему постоянно актуализируют, говорят, что вот надо что-то создать по детям. Но до сегодняшнего дня, насколько мне известно, такого, знаете, мощного инструментария по детям радикалов, по детям террористов у нас нет. В Казахстане нет? Да, есть какие-то рекомендации, есть какие-то, знаете, такие вещи поверхностные, но объективного инструментария пока нет. Мы до этого еще не дошли. То есть в Казахстане с детьми никто не работает? Нет, работают детьми, работают педагоги, работают психологи, работают. Ну, может быть, это мое личное наблюдение, я пока такого что-то фундаментального, такого основательного не видел. А в мире тоже нет? В мире тоже нет. Есть какие-то методические пособия. Ну, там, я знаю, в Дагестане одно пособие знаю, например, на русском языке. Но они не опробованы. Их надежность, она не опробована, понимаете? Методику разработать несложно, очень много можно теоризировать, писать и так далее. Если это все не работает на практике, то смысла в этой теории, ну, как бы, немного. Ну, мы будем завершать. Вот среднестатистическому человеку, что бы вы посоветовали для того, чтобы, ну, не навешивать ярлыков, да? Вот ты идешь по улице, видишь человека там в коротких штанах с бородой, и мы с этого начинали, да, там подспудно ты этого боишься, но как обрести какие-то базовые знания для того, чтобы не входить в эти стереотипы? Ну, во-первых, это обращаться к специалистам. У нас вот такая проблема, да, люди, когда болеют, ищут лучшего специалиста. У людей, когда ломается какая-то техника, их там машина дорогая, там часы дорогие, люди ищут лучшего специалиста. Там дизайн сделать, люди ищут дизайнера. Да? Зубы болят, люди ищут лучшего стоматолога. Но почему-то в вопросах религии у нас, вот, как я уже сказал, личные симпатии каких-то авторитетов, которые не являются в исламоведении, никем они не являются. Понимаете? Поэтому вопрос обращения к специалистам – это главный вопрос. Во-вторых, не надо усиливать и так наслаждение этих людей, которые питаются таким высокомерием, демонстрируют какую-то свою религиозность и запугивают окружающих. Не надо на это так реагировать. То есть это такой же человек, гражданин и так далее. Понимаете? Поэтому нужно потихоньку избавляться от этих стереотипов, от стереотипного поведения и, соответственно, заниматься, то есть решать такие вопросы, если что-то случилось, через специалистов. Такие специалисты сейчас есть, в каждой области есть
сообщество теологов, которые занимаются дерадикализацией. Есть религиозные деятели, в том числе, которые также занимаются этими вопросами. То есть при необходимости вы можете найти хорошего стоматолога или кардиолога, в зависимости от того, что у вас болит. Но ни в коем случае не обращаться. Вот у меня зуб болит, я пойду-ка обращусь там. К терапевту. Не к терапевту, у нас же как бывает, там, к хакиму или там к какому-то политическому деятелю, понимаете? Или к артисту, как у нас часто вот, в религиозной сфере. То есть эмоциональная среда, она очень развита в нашем религиозном секторе. И артисты, айтскеры, спортсмены сейчас являются чуть ли не главными рупорами религиозности. Но они же еще все покрываются массово. Поэтому вот нужно обращать на это внимание, обращаться к специалисту и не вестись на эти какие-то провокации и так далее. Спасибо вам большое за то, что вы выделили время, пришли.